Энергетики вновь вышли в рейд. На этот раз они инспектировали новостройки на Зране. Именно в этом районе чаще всего фиксируются случаи самовольного подключения к энергосетям. Что ждет нелегальных потребителей, узнаем у Марины Котеевой. Любой район новостроек словно бельмо на глазу, что у энергетиков, что у газовиков. Здесь особенно высок процент самовольных подключений к сетям. К примеру, вот эти новостройки за каналом требуют тщательного внимания и усердной работы, которая, кстати, ведется не первый день. Во многие дома энергетики стучатся безрезультатно, двери или не открывают, или же дома попросту пустуют. Но как бы то ни было, электричество к каждому домовладению проведено, причем в некоторых даже по 2 линии. Как, например, в этом доме по улице Кукурхоева. Одна линия проведена к одному дому, вторая ко второму. Учетный прибор снаружи не обнаружили. А двери в этом доме нам открыли только после того, как энергетики решили обрезать провода. Здесь точно так же 2 подведенные линии. К счастью, никто не встал вступать в конфликт, и хозяева этого дома согласились на условия энергетиков. И тут же решили открыть лицевой счет, тем более, что никаких договорных отношений заключено не было. Хозяин дома признался, что счетчик он приобрел буквально вчера и уже договорился о его установке. Необходимо отметить, что энергетики тут же взялись за оформление договора, ведь для них это своего рода победа, если даже один абонент в день станет законным потребителем электроэнергии. Потребителя не оказалось прибора учета, установленного прибора учета, оформлена заявка на установку прибора учета. Следом собраны необходимые документы. Следующим этапом заводится в нашу базу данных, открывается лицевой счет и начинается уже расчет потребителя с данного момента. Стоит напомнить, что прежде чем подключиться к электроэнергии, абонентам необходимо заранее оформить договорные отношения и технологическое присоединение. Только после этого открывается лицевой счет. И это вне зависимости от того, заехал потребитель в дом или нет. Если вы пользуетесь электроэнергией, обязательно должны заключить договорные отношения. В обратном случае выписывается акт бездоговорного потребления энергии. Этому же абоненту будет выставлен счет за тот период, пока он потреблял электроэнергию без договора, согласно тарифам. Еще один плюс прибора учета – норматив потребления. То есть оплата за ваш свет ниже по счетчику, чем будете платить без него. А этот дом энергетики обходят стороной, потому как он один из немногих, в котором живут законопослушные граждане. Ахмед Ильянов переехал сюда из Малгобека около 5 месяцев назад. К оплате коммунальных услуг относится более чем ответственно. В момент переезда здесь, в этом доме, здесь ничего абсолютно не было. Хозяин как построил ее, мы ее так сразу купили, поэтому я сразу решился взяться за это, привести дом в порядок, в первую очередь в порядок, для того, чтобы в случае прихода инспекторов, проверяющих, чтобы мне перед ними не краснеть. Энергетики говорят, что этот район один из самых сложных в их списке должников. Самодельные сети, самовольное подключение и только 10% из всех домовладений имеют договор на энергоснабжение с ингушским филиалом. Это напрямую влияет на качество электроэнергии, и у ингушских энергетиков попросту связанные руки. Нет возможности реализации инвестиционных программ или же вести ремонтные работы по строительству новых качественных линий электроэнергии. Люди идут неохотно, а это больше связано с тем, что людям необходимо объяснить, да, что мы делаем, для чего мы делаем и кому это важно. Потому что в конечном итоге, если один платит, а другой не платит, то страдает тот, кто не оплачивает. Потому что бездоговорник, он также производит отбор мощности с питающих центров и тем самым просаживается напряжение на линии. То есть сосед вредит соседу. На сегодняшний день уровень потери электроэнергии в регионе остается довольно значительным, а задолженность республики перед поставщиком превысила 2 миллиарда рублей, 93% из которых долг предприятий ЖКХ и населения. А долг непосредственно перед компанией МРСК Северного Кавказа превысил 300 миллионов рублей, из которых около 200 миллионов долги населения. В общем, работу в этом направлении стоит вести неустанно. Если говорить отдельно об этом районе новостроек, то энергетики говорят, что в течение 1,5 месяцев они постараются внести в базу данных всех здешних жителей и обеспечить им качественное энергообеспечение. Свой сегодняшний рейд энергетики начали с 9 утра. К полудню они успели обойти только 12 домовладений. Несмотря на то, что в этом микрорайоне более 700 домов, но работа их затрудняется тем, что большинство из этих домов попросту пустуют. Правда, останавливаться на этом они не собираются. Такие мероприятия будут длиться до тех пор, пока энергетики не сумеют достучаться до последнего жителя. Марина Котеева, Сулумбек Аздоев, Новости 24.